Торжественная сварка первого стыка внутрипоселковых газовых сетей в селе Качекацы. Открытие первой в республике умной спортивной площадки в городе Покровске. Ремонт автодороги УМНАС и центральной дороги села Ой. Обновление первого этажа поликлиники города Покровска и торжественное собрание общественности, приуроченное ко Дню государственности Якутии в селе Чапаево. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. Как известно, заречные наследия Хангаласского улуса не охвачены газификацией. Здесь до сих пор дома отапливают дровами. Естественно, тема газификации на отчетах правительства озвучивается постоянно. Но кажется, в скором времени данная тема будет подниматься все реже. Дело в том, что в селе Качекацы начал свою реализацию пилотный проект по переводу местной котельной, работающей на нефти, на сжиженный природный газ. К слову, это такой газ, который искусственно переведен в жидкое состояние для удобства хранения и транспортировки. Разговоры о реализации пилотного проекта начались 2 года назад, а недавно состоялось первое значимое событие – торжественная сварка первого стыка внутрипоселкового газопровода. Работы по монтажу внутрипоселкового газопровода должны завершиться до конца ноября. Генеральным подрядчиком выступает компания «Саха Альтертрейд». Здесь общая длина газопровода 22 километра и где-то 400 выходов на дома. Далее запланировано строительство специальной инфраструктуры для хранения и регазификации сжиженного газа. Следом подключение к сетям частного сектора и социальных объектов. Ожидаемая дата прихода голубого топлива в дома местных жителей – отопительный сезон следующего года. Всю жизнь топили печку, так и жили. Сейчас с приходом новшества, да, как бы пока не знаю, как себя вести. Надеюсь, будет концовочка, да, и мы увидим вот этот свет, огонь, и поступит, наверное. Надеемся. В случае успешной реализации проекта по такому же принципу будут работать и другие котельные заречья. Отмечу, что это очень важный пилотный проект для республики. И положительный опыт, который мы получим, будет масштабироваться дальше. Первую в Якутии умную спортивную площадку открыли в городе Покровске. Особенность нового спортивного объекта в том, что на спортснарядах размещены специальные таблички с QR-кодами, отсканировав которые с помощью смартфона можно получить инструкцию по тренировкам от виртуального тренера. На площадке предусмотрены беговая дорожка, поля для волейбола, баскетбола и футбола, воркаут-зона и трибуна на 100 мест. Зимой здесь можно обустроить хоккейный корт. Умную площадку построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» национального проекта «Демография». Так как я тренер по легкой атлетике, это для меня очень отрадно. То, что построили такую площадку, стадион, мини-стадион, она является стандартной, 200 метров, на котором можно и проводить соревнования официальные, да, о которых мы очень нуждаемся. В будущем я планирую проводить здесь уроки физкультуры, а также тренировки по легкой атлетике. На границе улуса с городом Якутском состоялась торжественная презентация обновленного участка автодороги УМНАС. Ремонтные работы были проведены с 28 по 35 километр трассы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Примечательно, что подрядная организация «РИК Автодор» завершила работы с укладкой асфальтобетона с опережением графика почти на 2 месяца. Также раньше срока завершен ремонт участка дороги УМНАС с 115 по 119 километр между селами Влугуняхтах и Влаханан. Сегодня надо отметить, что в рамках национального проекта, который реализуется с 2018 года, у нас ежегодно поступательно мы на республиканской дороге УМНАС проводим ремонт и
практически уже свыше 100 километров на сегодняшний день отремонтировано только на территории Хангаласского района. Мы продолжим данную работу, и впереди у нас еще есть несколько участков по самым наиболее востребованным направлениям, и в ближайшие годы мы это сделаем. Тем временем в селе Ой завершили реконструкцию центральной дороги. Дорогу по улице Ленина проложили в 80-х годах. В то время это была первая сельская асфальтированная дорога. За годы эксплуатации дорожное покрытие улицы обветшало, и местные жители ставили вопрос о капитальном ремонте. В 2021 году стало известно, что из Дорожного фонда республики на реконструкцию улицы Ленина направят более 50 миллионов рублей. Еще 17 миллионов добавят из местного бюджета. Ремонтные работы разделили на 3 этапа и установили срок до 2024 года. Но подрядная организация уложилась в 2 этапа и завершила объект уже в этом году. Всего обновили 3,5 километра дорожного полотна. Раньше дорога была, конечно, центральная улица Ленина была в страшном состоянии. В основном жаловались старики, водители мужчины, то, что дорога убитая, а общественный транспорт испытывал проблемы, чтобы проехаться по селу. Некоторые таксисты тоже на трассе и наставляли людей. Но после ремонта сейчас очень хорошо ездить. Все для здоровья людей. В городе Покровске обновили первый этаж поликлиники и внедрили проект «Доступная поликлиника». Теперь все диагностические кабинеты будут находиться на одном этаже, чтобы жители района могли быстро и комфортно пройти профилактические осмотры. Поликлиника города Покровска состоит из 3 этажей. Это приспособленное здание, которое строили под гостиницу. С этого года начался процесс обновления медицинского учреждения. Решили начать с 1 этажа. Помимо косметического ремонта удалось также наладить маршрутизацию посетителей поликлиники. Несколько кабинетов, находившиеся на верхних этажах, переместили на 1. Есть такое понятие, профилактический осмотр. То есть на профилактический осмотр приходит здоровый человек, условно здоровый человек, чтобы проверить свое состояние здоровья. Раньше такой человек поднимался и на 2 этаж, и на 3, потому что забор крови мог оказаться на 3 этаже, осмотр терапевта на 1 этаже, а кардиограмму на 2 этаже. И он бегал по этажам. Это очень осложняло его маршрутизацию. Мы все профилактические осмотры, все кабинеты спустили на 1 этаж. Помимо этого, на 1 этаже поликлиники появился новый кабинет неотложной помощи. Здесь можно получить медицинскую помощь в случае острой болезни или травмы. Это те экстренные случаи или острые состояния. И чтобы быстрее экстренно оказать эту помощь, не надо бегать по всем этажам. Человек приходит, ему сразу в кабинете на 1 этаже это все делают. Это острое состояние сердца, инфаркт, инсульт или что-то другое. Также ушло в прошлое такое понятие, как живая очередь в регистратуру и бумажные амбулаторные карты. Теперь записаться к врачам можно через госуслуги, колл-центр или специальный терминал, который установили в поликлинике. Необходимо ввести данные своего страхового полиса, и терминал покажет вам доступные для записи часы к тому или иному специалисту. И если сравнить то, что сейчас, и то, что было, это, конечно, большая разница. И если раньше это было какое-то казенное такое здание, то сейчас это здание, которое уже настраивает совершенно на другой лад, и оно тоже будет помогать оздоровлению наших людей. Обновление поликлиники продолжится. В следующем году в рамках нацпроекта здравоохранения будут отремонтированы 2 и 3 этаж медицинского учреждения. В преддверии одного из самых важных праздников республики – Дня государственности Якутии, в здании Николаев-центра, который также известен как библиотека-архив первого президента, прошло торжественное собрание общественности, на котором почтили память Михаила Николаева, выдающегося сына народа Саха, заложившего основы современной государственности Якутии. Торжественное собрание общественности началось с живого исполнения гимнов России и Республики Саха-Якутия объединенным хором Актемского наслега.
В мероприятии принял участие глава региона Айсен Николаев, который в начале своего выступления подчеркнул огромную роль первого президента в становлении современной государственности Якутии, а также рассказал о том, что в скором времени будет принят указ об увековечивании памяти Михаила Николаева. Сейчас работает комиссия по увековечиванию памяти Михаила Ефимовича под моим руководством. Поступает множество предложений от граждан, от общественности, от представителей науки, образования, культуры, муниципальных образований. Все предложения внимательно рассматриваются, обсуждаются в обществе с его соратниками, близкими. И ко дню рождения Михаила Ефимовича, 13 ноября, будет издан соответствующий указ об увековечении памяти Михаила Ефимовича Николаева. Далее глава республики выразил поддержку проектам, которые при жизни продвигал Михаил Николаев. Это территория опережающего развития долины Эркене и научно-технологический центр Ленский край. Затем состоялось вручение государственных наград. Одной из получательниц стала Оксана Харитонова, которая работает в библиотеке-архиве первого президента с самого открытия и является опытнейшим работником учреждения. Михаил Ефимович постоянно нас курировал, интересовался нами, и он желал, чтобы мы работали на всю, не только на всю республику, и на Россию, и вышли еще выше. И он напутствовал, чтобы наша работа имела глубокий смысл. Каждая частица нашей работы была донесена до будущего поколения. Кроме того, с приветственной речью выступили председатель Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев, родственники и соратники Михаила Николаева. По словам главы региона, отныне торжественное собрание общественности, посвященное первому президенту, будет проводиться ежегодно накануне Дня государственности Якутии.